То есть человек может сказать, здесь нет вот этих вот Да, этого момента, я не буду подписывать. Тогда да. составляется или что? Что делают? В таком случае, да, может быть составлен акт о том, что человек отказался от подписи. Ну, как правило, на практике я так поняла, что не часто его составляют о том, что он отказался. Мгм. Вообще, да, могут составить акт о том, что вот человек отказался. Мгм. По работе действительно могут вручить, есть такое. Мгм. Ну, то есть в это время мы же всегда рекомендуем брать или больничный, да, или Да. отпуск, там, кто-то Да, да, увольняется. да, кстати, на работе, если есть такой риск, можно, например, если, например, у человека есть маленький ребенок до трех Мгм. лет, он может, например, оформить отпуск по уходу за ребенком. Мгм. Почему нет? Вместо В отпуск по уходу за матери. ребенком, да, до Мгм. 3 лет, может отец уйти вместо матери. Такое есть. Либо больничный, либо еще какой-либо отпуск по своим Мгм. причинам. Мгм. Так, байку про то, что скоро будет 2 года, поэтому нужно идти сейчас, уже 6 лет пытаются разогнать. Каждый раз многие ведутся, это сделается специально. Да, да, да. Мгм. Может быть, кстати, специально сделали вот такой вот вброс, сделали про 2 года, и теперь везде муссируют. Еще постоянно вбросы делают про эту повестку в госуслугах. Прям вброс, Да, но, но, чтобы но, люди но это не боялись. вопрос. У людей же кнопка исчезла в госуслугах. Ну, но тем не менее, изменений в законе пока нет. То есть Мгм. это, не знаю, как будто манипуляция общественным мнением, такое Мгм. ощущение. Про два Мгм. года тоже манипуляции. Идите сейчас служить, а то потом будет еще хуже. Как-то так Мгм. странно очень. Мгм. А люди им сейчас нужны. Вот эта живая сила как раз сейчас нужна. Да, да. В данное время, когда идут ожесточенные бои. Вопрос такой, куда обычно отправляют на прохождение АГС? КГС обычно трудовые предприятия. Кстати, насколько помню, там было написано по месту жительства. Мгм. То есть должны здесь оставить, в своем же регионе. Мгм. Есть ли вариант быть мобилизованным после АГС? Да, такой вариант есть. Смотрите, с 18 до 27 лет это считается мужчина, который призывается на срочную службу. Мгм. Как только он отслужит, по альтернативке или по военной службе, неважно, после этого его зачисляют в запас в первую очередь. То есть как только он зачисляется в запас, это значит, из этого запаса потом берутся мобилизованные мужчины. То есть из этого запаса мужчин потом мобилизуют. Да, после АГС это считается как полноценное прохождение службы. После этого человека тоже зачислят в запас. Но есть преимущество в том, что АГС длится почти 2 года. 1 год 9 месяцев. Не 1 год, как военная служба, Мгм. почти 2 года. За это время что-то может поменяться. Может ли он снова подать на АГС? А по мобилизации, да, кстати, да, это Мгм. будет прям огромным преимуществом. Если гражданин ранее службу по призыву проходил по АГС, по Мгм. альтернативке, то с большей долей вероятности ему одобрят АГС уже по мобилизации. По мобилизации тоже есть АГС. Потому Мгм. что мобилизация, не мобилизация, служба, не служба, у человека есть право на это, если вот у него такие убеждения. Да, они не меняются. Да. Если сын уехал за границу, повестку не получал, как его выписать с места жительства, с адреса? Ну, кстати, да, такой вопрос встает. Невозможно выписать, насколько знаю, без его личного присутствия. Я уточняла этот вопрос. Для того, чтобы выписаться, там нужно личное присутствие, по доверенности не выписывает. Тоже А был есть, такой. а есть ли смысл вообще выписываться? Зачем? Для Ну чего? да, да, зачем? Если за границей. Ну да, в принципе. Пусть прописка будет, чем она мешает, да? Мгм. Если человеку вручили повестку, но он ее не подписал или подписал и уехал за границу, он может, вернее, выехал из, Мгм. допустим, Якутска, он может выехать? Будет ли преследование за ним? Да, выехать он может за границу, то есть на него какие-то меры ограничители не налагаются. Другой вопрос, то, что он уже подписал повестку, то есть он должен был явиться в военкомат, и то, что он не явился в военкомат,
в теории за это могут зацепиться и возбудить уголовное дело по 328 статье Уголовного кодекса. Но еще раз обращаю внимание, не по всем таким случаям возбуждают дела. Ну, может, там 5-10% случаев берут, и по ним, может, дела возбуждаются, попалась в систему, потому что надо, отчетность горит, да. И, во-вторых, даже если дело такое возбуждено, ну, как правило, это не тяжкая статья. То есть он где-то в базах, в системе его нет. То есть он спокойно может выехать. Да, пока что на него не возбуждено уголовное дело, пока никаких ограничительных мер нет, подписки о невыезде нет. Ну, конечно, у него есть полная свобода передвижения. То есть он может спокойно уехать. Но плохо, что он уже подписал повестку. То есть это зацепка для военкомата. Понятно. Так, еще у нас был вопрос. При гипотериозе есть ли отсрочка? Вот такие медицинские вопросы, я, к сожалению, на них не знаю ответа. Это уже врач должен отвечать. Есть расписание болезней 2013 года, утвержденное постановлением правительством, и там прям написано, какие болезни, в каких объемах, какой степени тяжести, к какой категории они относятся. Я его наизусть не знаю, это уже к врачу. Да, это врач скажет, какая это категория. Там еще есть степень градации. Например, легкий гипотериоз, это может быть категория В, например, да. Там такой-то гипотериоз, это уже такая категория. Там идет градация от степени тяжести. Это врач. Для этого есть независимая военная врачебная экспертиза, комиссия. Там список такой внушительный. Большой список, да. Там можно действительно... Здоровых людей нет, поэтому, конечно, нужно с этим ознакомиться. Так, киньте потом в сторис правильно оформленную повестку. Такой запрос есть. Мы это сделаем, я думаю. Не получал. Так, пишите вопросы. У нас еще есть немножко время, 15 минут. Вообще, вот мы говорим, не берите повестку, не ходите в военкомат, это самое главное, да, сейчас на данный момент. Какая-то простая такая рекомендация, которую мы уже устали повторять, но люди все равно идут в военкомат. И вот до призыва были такие повестки, так и называлась повестка для уточнения данных. Является ли она юридическим каким-то таким документом? Да, это юридический документ. Такие повестки могут отправляться не для призыва, а, скажем так, для учета срочников, для того, чтобы пришли уже готовенькие, чтобы их уже учитывать и знать, кому отправить повестку потом по призыву. Лучше ее тоже не подписывать, не брать в руки. Я еще знаю такие случаи, что очень часто люди сами идут в военкомат, когда повестка просто оставлена по почтовом ящике. Или им позвонили, или там соседки оставили. Но это же вообще не считается повесткой, на самом деле. Вообще, то есть юридической силы это не имеет. Она должен сотрудник военкомата постучаться в дверь и прям в руки вручить. Вот это вот надлежащее. А так просто на почтовом ящике оставили. Это не считается. Повестка для уточнения данных – это лишний раз доказательство того, что военкоматы не справляются со своей работой. Да. То есть, да, не справляются, то есть у них нет, они цифровизацию делали несколько месяцев, но, видимо, все равно, то есть у них нет данных на людей. Они не могут по закону отправить такую повестку для уточнения данных. Я так понимаю, для учета, знать, кому отправить повестку потом по призыву. Да, чтобы выяснить адрес проживания и так далее. Вопрос у нас Александра. Здравствуйте, если стоит на Д учете, могут ли забрать или нет? У онколога и травматолога. Так, у онколога. Да, у онколога стоит на учете. Могут ли забрать в армию? Не должны. Это, скорее всего, не призывная категория. Опять же, врач должен определить. Если вдруг как-то врач скажет, что это вдруг стало А или Б, призывная категория, тогда, конечно же, надо обжаловать. Я думаю, это либо В, либо Д. Д. Пишет человек Д. Д. Нет, Д это не призывная. У нас 5 категорий А, Б, В, Г, Д. И призываются А, Б. В временно ограниченные не призываются. Вообще у них освобождение. Д, ну понятно, тоже не призывается. Это худшее.
И Г – это отсрочка. Следующий вопрос. Законно ли отправлять служащего в армии молодого человека в СВО? Ну, мы это говорили, да? Есть уже такие случаи у Ну, знакомых? конечно, Уже есть. законно. Конечно, ну, в смысле, после армии законно ли отправлять? Нет, уже он Вы служит в поняли. армии, и его отправляют. Да, да, могут. Закон не ограничивает. Если потеряли повестку, что делать? В смысле, потеряли? Подписали? Ну, либо подписанная, либо не подписанная, но была на руках, и он ее потерял. Если не все то же самое. Если она не подписанная, то обязанности явки нет. Угу. Если человек ее подписал, то он обязан явиться. В таком случае ему надо срочно искать у себя основания отсрочки, проверять свое здоровье, пробовать перевестись на АГС, потому что он уже ее подписал. Либо выезжать за границу. Угу. Ну, а если в почтовом ящике вы получили ее и потеряли, ну, ничего делать не надо. Ничего делать не надо, конечно, это просто. Так, Как будто законно ее ли... не было. Да, как будто ее не было, потерял и потерял. Законно ли покидать страну, имея приписное удостоверение на длительное время? Да, свобода передвижения этим не ограничивается. Приписным удостоверением, тем, что человек... Приписное удостоверение – это же удостоверение о том, что человек обязан служить. Угу. Может выезжать свободно за границу, никаких ограничений нет. Человек не может выехать за границу, если, например, у него долги есть у пристава, и у пристава наложен временный запрет на выезд за границу в связи с долгами. Или, например, если есть подписка о невыезде именно в уголовном деле. Все. В остальных случаях свобода передвижения никак не ограничена. Даже во время суда, пока человек судится, обжалует свой призыв, он может выезжать. У него нет ограничений. Некоторые думают, что раз они судятся, раз у них повестка пришла, о, я не могу выехать, у меня, наверное, ограничительные какие-то меры. Нет, такого нет. Нам написала подписчица, уточняет она. Значит, сын уехал за границу, повестку не получал. Как можно выписать с адреса и снять с учета в военкомате? То есть полностью его снять с учета. Сняться с учета можно по доверенности, а выписаться не получится без личного присутствия. Можете спросить, он может сходить в консульство по месту своего жительства. Консульство за границей, это как МФЦ здесь, оно как раз для услуг. И там уточнить, но насколько знаю, это проблема выписаться, не находясь лично здесь. По доверенности не выписывают. В паспортном столе требуют личное, а в воинский учет Военкомат можно. Да, по доверенности просто надо будет сходить. Если человек учился в ВУЗе, Александра, окончил и поступил в СУЗ, дается ли ему отсрочка? Нет, конечно, уже отсрочка. Отсрочка же один раз дается, он же использовал уже. Ну, то есть он поступил в ВУЗ, у него была отсрочка из-за этого. А потом то все, поступил в все, да, использовал. Уже нету. Так, это я прочитала уже. У нас еще есть 8 минут, задавайте вопросы. Так, это было. Здравствуйте, МФЦ может вручить повестку? Сын должен сходить и забрать паспорт. Нет. Статья 31 Закона о воинской обязанности. Там написаны лица, которые вручают. Сотрудники военкомата, руководители по месту учебы и работы написано, и написано должностные лица предприятий, уполномоченные на вручение повесток, то есть должны быть какие-то документально переданные им полномочия. Следующий вопрос. Здравствуйте. Могут ли отправить отца-одиночку с 2 детьми? Мы же говорили, что у отцов-одиночек отсрочка, и в принципе у отцов 2 детей отсрочка. Смотрите, по отсрочке важный момент. Забыли мы, да? Как надо заявлять о своей отсрочке? Если у человека есть отсрочка, он же может просто отправить документы об отсрочке письмом, не обязательно ходить в военкомат. Ему надо будет написать заявление о том, что вот у меня отсрочка, вот подтверждающие документы, или он может отправить представителя по доверенности, маму, сестру и так далее. Дело в том, что в военкомате могут не знать, что у человека отсрочка. И отцу 2 детей или студенту действительно может прийти повестка, потому что нет сведений о наличии у них отсрочки. Они должны сами заявлять. То есть одинокий отец 2 детей может отправить представителя или по почте отправить заявление с просьбой предоставить ему отсрочку.
на Хорошо. основании закона. Если он не получал повестку, например, но ему подлежит отсрочка, надо о себе напоминать? Нет. Если повестки нет, ничего делать не надо. Вообще, в принципе, ничего как будто и не было. Хорошо. Только если он вот лично повестку получил. А так нет. Угу. Не служил и пришла повестка, а он не живет по прописке. Как быть в такой ситуации? Пришла повестка из Да, человеку, а он не живет по прописке. А повестка куда пришла? Вот не сказано. Пришла повестка, а он не По живет по прописке. Ну, работе. видимо, пришла повестка куда-то, где он прописан, видимо, я так понимаю. Уточните, пожалуйста. Смотрите, правила общие, они одинаковые. Повестка вручена лично под расписку или нет? Если повестка просто где-то что-то оставлено, она не имеет силы, как будто ее не было. Угу. Если только, она имеет силу только если она вручена лично и, например, по месту учебы, допустим, вручили уполномоченные лица. Может, он имеет в виду на работе получил. Все то же самое. Если получил повестку, смотрит основание отсрочки у себя, ищет, подходит ли он под основание отсрочки или освобождения от службы, какая у него категория здоровья, все это надо будет выяснить. Потому что может быть у него отсрочка, может быть освобождение. Если оснований нет, в таком случае альтернативка остается и обжалование через суд. И наша карусель. Ну, и карусель. Да. Если в повестке расписался дедушка. Не считается. Как будто повестки не было. Угу. Так. Угу. А если молодой человек не живет по адресу и повестку не получает, военкомат его найдет, если он сам не придет? Нет, не найдет. Но они могут найти, наверное, по месту работы, если он официально работает. Потому что по месту работы в отделе кадров кадровики специальные списки отправляют в военкомат. А как еще найдут? Нет, не найдут. И, скорее всего, не будут искать. Ну, деревья могут найти, то, что вот маленькое село. Они просто знают, где он живет. А так, в большом городе, ну, конечно, нет. Если отчислился из СУЗа и поступил в ВУЗ, то уже все, отсрочка уже использована. Уже использовано. Угу. Понятно. Тогда остается АГС и это, да? Так. Угу. Как думаете, безопасно ли сейчас подавать на загранпаспорт? Да, безопасно, а почему нет? Ну, люди думают, что они получат загранпаспорт, и им там сразу повестку вручат. Таких полномочий у сотрудников паспортного стола или МФЦ нету. Не надо этого бояться. Но там требуют просто, вот, смотрите, если человеку нет 27 лет, для загранки требуют приписное удостоверение или военный билет. Если человеку 27 лет есть, тогда такие документы не требуются. Если в Якутии на учете состоит, а живет в другом городе, в пределах РФ, его как-то могут призвать? То, скорее всего, его не призовут по простой причине, потому что не найдут его. Но вообще, то, что человек не снялся с воинского учета по своему месту жительства и не встал на другой, это административка. Там полагается штраф, по-моему, тоже до 3000 рублей. То есть не тяжкое, ничего такого прям тяжкого нет. Человек уточняет, в пределах РСЯ, не РФ, если живет, допустим, он по прописке, как в деревне, в Якутске. Призыв возможен только если его лично найдут, если ему лично вручат повестку. Если его не найдут, если они не смогут вручить лично повестку физически, то есть прям найти человека, значит нет, призыва не будет. То нет призыва. Есть отсрочка у тех, кто учится за границей? Видимо, после школы. Должна быть. Почему нет? Они же учатся, студенты. Так, это надо, кстати, уточнить. Да, вы имеете в виду высшее образование? Ну, любое какое-то образование. В колледже он учится за границей, уехал после школы. Полагается ему? Он получается, воспользовался своей отсрочкой. Посмотрю в законе, 24 статья. Границы, да. Написано, что... Тем
временем у нас заканчивается. Аккредитации по имеющим. Вот, ну, по идее написано отсрочка только для тех, кто учится в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию. Ну то есть все-таки на территории России должно быть образовательное учреждение. Потому что госаккредитация имеется в виду аккредитация Российской Федерации, государственная аккредитация. То есть за границей не учитывается. Но за границей же повестку в принципе вручить не могут. Не могут. Поэтому никаких страхов не должно быть. Да, призыва в принципе нет. Ну вот тут человек пишет, уточняет, магистратура за границей после бакалавриата в России. Нет, это не отсрочка. Угу. В законе, в статье 24 закона написано, отсрочка предоставляется в государственных программах. Угу. По нашим государственным образовательным стандартам. Ну, здесь так написано, гособразовательные программы, аккредитованные при Российской Федерации. За границей, в принципе, повестка не вручается. Нет, конечно, да. И ни о чем не нужно, мне кажется, переживать в этом случае. Пугает тем, что мы это обсуждали, тем, что в армии служить будут 2 года, и тем самым агитируют отслужить сейчас. Да, это вброс, это манипуляция, да, общественным мнением. Через новости очень часто манипулируют общественным мнением, делают перед какими-то событиями специально. Помните, когда была мобилизация, прям было очень много бросов про уголовку, про тюрьму, что казалось неправдой. И очень многие люди, вот когда началась только первая волна призыва, пошли в военкомат, потому что они испугались тюрьмы и уголовки. А на самом деле этого не было. И но даже штрафы, да? Даже штрафы по административным делам, это какая-то очень редкая такая практика. Никто этим заморачиваться не будет. На это уходит время, людей не хватает. Да, тут важно любая информация, которая поступила по WhatsApp, которую вы прочитали в СМИ, особенно если это какие-то пророссийские СМИ, очень важно к ней относиться критически, не сразу ей доверять автоматом. Вот они пишут, что они, идите сейчас служить, потому что мы сделаем 2 года. Нужно проанализировать. Для чего они привлекают сейчас? Да, странно. И если есть возможность читать другие источники информации, конечно, это нужно делать, пока YouTube не заблокирован в России. Поэтому, пожалуйста, ищите информацию у правозащитников в YouTube. Также мы открыли нашу группу WhatsApp. Распространяйте нашу информацию, правдивую информацию, альтернативную, среди своих друзей и родственников. У каждого человека родственники, семья в самых отдаленных селах работает WhatsApp. И WhatsApp, скорее всего, не отключат. Поэтому, наверное, нужно воспользоваться этим и распространять информацию, которая может как-то вызвать какое-то сомнение. Только телевизор слушать, там эти все заявления не стоит. Ничего Путин конкретного не скажет. Вот сегодня мы начинаем то-то, или мы завершаем то-то, мы закончили. Нет, ничего конкретного он уже говорить не будет. Потому что он действительно боится, то, что он объявил осенью прошлого года мобилизацию, какая была реакция. Этого, скорее всего, он делать не будет. Если будет мобилизация после призыва, то она будет проходить вот в таком виде. Очень тихо, без шума. Людей будут просто так же увозить, надеясь на то, что люди не будут протестовать, и потом людей будут увозить, видимо, чуть ли не в одиночку. Не так, как делали, с самолетами вылетали. И мобилизованные потом снимали фильмы, видео снимали о том, в каких условиях они находятся. Поэтому, скорее всего, будут небольшими группами увозить. Но по нашим данным, в Российской Федерации с января по март было мобилизовано до 80 тысяч человек по всей России. Это достаточно большая цифра. У нас еще идут вопросы, Александра, если у вас есть время. Если выпускнику вуза пришло уведомление в вуз явиться в военкомат через 2 месяца, то надо идти или можно игнорировать? Лично вручили повестку? Ну, скорее всего, наверное, лично. Ну, через... А что написано? Просто идти в военкомат или призыв? Разные же повестки есть. Да, явиться в
повестка вот о том, что он должен явиться через 2 месяца, и там дата расписана. Мы видели такие повестки, нам отправляли. Если повестка вручена лично в руки, обязанность явиться есть. И дальше уже на ваше усмотрение. Можно не являться, но тогда будет ответственность за уклонение. Ну, она, опять же, не 100% во всех случаях, но либо штраф будет до 3000 рублей, если прям не повезет, и именно на вас вот обратят внимание, что могут завести уголовное дело. Но, опять же, уголовное дело это очень сложно, потому что нужно доказать умысел. Почему человек не явился? Это нужно доказать, что он специально, вот, зная, что он должен явиться, сам не пошел. Это очень тяжело доказать. И когда будет идти процесс вот этого уголовного дела? Призывника не отправляют, да, в армию, получается, пока не будет решения? Нет. Ну, уголовное дело это вообще редкость по таким. Они есть такие уголовные дела, за тот год были. Но это скорее исключение, чем правило. Поголовно всех не надо думать. Поголовно на всех не возбуждают дела. Я имею в виду, смотрите, если повестка в принципе не вручена лично, то обязанности нет. Если повестка вручена лично, получается, обязанность появилась, что делать? Да, можно в принципе не пойти, есть такой вариант, и надеяться на то, что просто будет штраф или просто человека забудут. Такое может быть. Или если вы идете, тогда вы должны понимать, что это очень опасно. Нужно искать у себя основания отсрочки, основания освобождения, альтернативку тоже. Вот как раз человек пишет, что через 2 месяца. Вот за эти 2 месяца очень многое можно ведь сделать. Можно и доверенность оформить. Можно, да. Пройти обследование, доказать, Да. АГС подготовить, с юристом поговорить. Да, это все возможно сделать. Много времени. Здравствуйте. Дума же рассматривает вопрос об изменении призыва. То есть Дума может какой-то свой указ очень быстренько вот так на коленке, как они любят делать этим днем. Мы знаем, что Дума может очень быстро принять закон. Скорее всего, поднимут. Они же, смотрите, как поднимают диапазон. Сейчас от 18 до 27 лет они хотят сделать с 21 до 30. Они хотят более таких крепких мужчин забрать. Ну, потому что 18-19 лет это такие слишком молодые, юные, видимо, считают и хотят более-менее таких окрепших взять. Неспроста же это. Почему так прям? Именно сейчас они решили внести такие изменения. Почему они поднимают возраст? Именно... Нет, ну до этого же правда не поднимали, все нормально было. Что случилось-то? Тоже надо подумать. А что, в общем, вопрос о геноциде этнических народов будет подниматься? Ну, это вопрос не нашего эфира, но вообще, да, фонд этим занимается тоже. Вообще, геноцид, да, вот этот термин, его ведь даже международные вот сейчас организации не признают геноцид украинского народа, хотя по факту идет как раз уничтожение народа. Там очень много, да, долгий очень процесс, очень много нужно документов, доказательств, количества вот этого всего. А пока идет война, все это делать очень сложно. Тем более говорить об геноциде или этноциде этнических народов сейчас, конечно, не приходится. Дали повестку не лично, а через куратора. Куратор имеет право вручать повестку? Нет, если у него нет таких документальных полномочий. Там же как написано, руководитель по месту учебы или работы, это же по месту учебы это декан, а по месту работы это руководитель организации. Там еще написано, как должностные лица предприятия уполномоченные. То есть куратор должен показать бумажки, документы. В уставе написано, или может у него какая-то доверенность есть от ректора, то, что он имеет право заниматься военно-учетной работой в данном предприятии. Он же не просто так вручает, он же вручает как должностное лицо, и там написано должностное лицо, обладающее полномочиями по военно-учетной работе. Эти полномочия должны быть прописаны. Пусть покажет бумажки. А так, если он эти бумажки не показал, если он не доказал документально свои полномочия, значит, не имеет силы. Посоветуйте хорошего юриста в Якутске именно вот по призыву. Так, на данный момент сейчас занимаются мои коллеги из юридической фирмы «Правозащитник Плюс».
Это Елена Максимова, Марьяна Леонтьева, и также есть у них медицинский юрист Алексей Жирков. Он прям занимается медицинскими вопросами, обжалует очень много дел по призыву по медицинским категориям, по вопросам несогласия с присвоенной категорией здоровья, то, что вот завышают. Ой, это очень ценная информация. Пожалуйста. Правозащитник плюс. Хорошо, да, мы тоже сделаем на них ссылку. Мы делаем ссылку на них иногда. Так, спасибо вам за вашу работу. Шлют благодарность. Спасибо вам обеим. Лучшие девушки, истинные патриоты. Да, мы патриоты. Мы против того, чтобы наши мужчины шли на эту войну, которую мы не хотели, мы не выбирали эту войну. Нам не дали этого права выбора, поэтому мы считаем, что то, что происходит сейчас, действительно, это идет уничтожение и нашего народа тоже. Потому что у человека должно быть право выбора на что-то вообще. Тут, получается, мобилизация шла в таком ужасном виде, когда людей просто забирали с улиц. Получается, что и сейчас будет через срочников молодых парней, самых активных парней нашей республики будут собирать на пушечное мясо. Куда лучший генофонд молодых парней, которые должны пожениться, должны создать свои семьи, отучиться. Но это лучшие, молодые, здоровые, самых таких крепких берут. Ну что это такое? У них должны родиться дети, должны обзавестись своими семьями. Ой, вообще нет слов, конечно. Так, спасибо за ваше время и ценную жизненно важную информацию. Жизнь — это самое главное, самое ценное у человека — это жизнь. Поэтому люди должны понимать, для правительства жизнь ничего не значит. То есть это просто цифры, это действительно вот сила, да, для них человеческая. Но самое важное — это человеческий ресурс для республики. С нашим населением меньше 1 миллиона человек. Еще год войны, я не знаю, кто останется в республике. Сколько людей уехало, сколько людей теперь на фронте, без вести пропавших. Мы ведем эти списки этих мобилизованных, погибших, без вести пропавших. Никакой информации нет. Люди сидят и думают: 3 месяца мой сын не выходил на связь. Наверное, нет телефона. 3 месяца не выходит на связь человек. И сидит мать и ждет сына. Где гарантия того, что он уже, не знаю, где в полях там лежит, никто никого не ищет. Никакие выплаты не будут, ничего даваться. Айсан Николаев, сколько там предлагает сейчас, 150 тысяч рублей. Никаких выплат не будет. Ничего не будет. Эти деньги будут, даже если где-то браться, то они будут браться из нашего же кармана, из кармана людей, из их налогов. Вот это вот, сделайте вот такой анализ, подумайте, к чему люди вообще, к чему, что происходит, что нас ждет, что ждет республику. Что ждет людей, детей, которые остаются без родителя. Поэтому, пожалуйста, воздержитесь от участия в этой войне. Александра, я передаю тебе слово. Что бы ты хотела сказать нашим подписчикам? Так, вопросы закончились. Да, давайте обобщать. Да. Давайте обобщим. Первое, на что надо обратить внимание, повестка. Она вручается лично или не лично, кем она вручается. Если она вручена не тем лицом, не лично маме, соседке, консьержу, в госуслугах, на почте, считайте, что ее не было. Если все-таки человек попался, все-таки, так вышло, что звезды совпали, и он получил повестку, тогда ищите у себя основания отсрочки или освобождения. Это шаг второй. Ищите основания отсрочки, освобождения, хорошо, вы нашли, все, можно вздохнуть свободно. Если все-таки таких оснований нет, то есть ни детей, ни учебы, ничего, все, отсрочка использована, третий шаг — остается альтернативная служба. Переходите массово на альтернативную службу. Есть целый работающий закон 2002 года, который в свое время был просто прорывом, его так хвалили. Его лично Путин подписал. В то время это считалось прям вау, потому что никогда такого не было, чтобы человеку разрешили не воевать, не идти на военную службу. Закон есть. Достаточно просто на самом деле по данному закону добиться альтернативной службы. Не обязательно быть суперпацифистом, даже достаточно просто иметь убеждение, что вы не хотите служить.
То есть несение военной службы противоречит убеждениям. Все, этого достаточно. Вы заявляете, вы пишете об этом заявлении, вы просто пишете автобиографию, хорошо раскрываете свою историю и прикладываете, ссылаетесь на свидетелей. Все. Четвертое. Если все-таки поступил отказ даже по альтернативке, чего в принципе быть не должно, ну, потому что военкоматы хотят сделать план, а им невыгодно давать альтернативку всем массово, сейчас все будут переходить. Обжалуйте. В законе ведь написано, вы можете обжаловать, вы можете приостановить свой призыв, вы имеете право на альтернативную службу, вы можете судиться, вы можете подать исковое заявление, потом апелляционную жалобу, потом еще и кассационную жалобу. Это все работающий механизм. Повестка, основание отсрочки, альтернативка, суд. Вот 4 основных лайфхака. Это то, что вот я хотела рассказать, что это все работает, это все вот в законе прописано. А вот ваше личное вот мнение вообще, то, что сейчас происходит, как, что Я делать? не согласна, конечно же, и многие не согласны. Наверное, на такие события нужно спрашивать мнение народа. Да. Наверное, мы имеем какое-то право голоса. Наверное, можно было у нас в Якутии спросить нас, референдум какой-то провести. Вы вообще хотите идти мобилизовываться? Наше мнение не спрашивают вообще в принципе. Чего люди хотят, не хотят. Всем все равно. То Ну, есть теперь, наше видите, мнение мы... не учитывается. Да. И, конечно же, ну, это очень плохие вещи творятся сейчас. Это все неправильно. Так быть не должно. И с Так. человеческой точки зрения